Под звуки лезгинки юные горянки встречают делегацию из Республики Карелия. Сегодня для них подготовили насыщенную культурную программу. Народные инструменты, песни и танцы. Скучать не придется. Мы еще раз подтвердили значимость отношений людей, детей и всех тех, кто принимал в этом участие. Большое вам спасибо. Члены делегации – юные футболисты, тренерский состав и представители региона. Гостей из Карелии разместили в живописном месте – спортивно-тренировочном комплексе «Мужичи». Здесь они уже провели несколько дней. Говорят, Ингушетия – это действительно про гостеприимность и традиции. Мы сегодня здесь третий день. Здесь просто замечательно, нас встречают везде, кормят, просто атмосфера отличная. Да, очень хотелось бы добавить, очень доброжелательные люди здесь живут, очень классный народ, очень душевный, все очень открытые, доброжелательные. Съездили уже на пару достопримечательностей, например, на древние башни, где раньше предки этого народа жили. Очень понравилось, очень интересная культура, достаточно, можно сказать, даже загадочная, да? Много чего не раскрыто и очень нравится. Загадочные башенные комплексы – это Егикал, Тергим, Вовнушки, а также храм Тхабаирды. За все время они успели не только отдохнуть, но и сыграть матч с одной из районных команд Ингушетии на стадионе имени Дьякова. Артем занимается футболом уже 8 лет. Успехи есть, технику совершенствуют, упорно тренируется на результат. Таким выездом только рад. Матч прошел очень достойно. Парни выложились почти на 100%. 2 ничьи, хороший результат. Взаимодействие между двумя регионами началось в 2004 году благодаря постоянному представителю Республики Ингушетия в Карелии. Первыми наш край там представил сунжинский творческий коллектив на международном фестивале национального палитра Карелии. Вот уже на протяжении почти 20 лет представители регионов приезжают друг к другу в гости. Эти выезды важны для детей. Они посмотрят новые регионы Российской Федерации, посмотрят быт, культуру. И ребятам важна еще и спортивная составляющая. Хотели, конечно, посмотреть уровень футбола в Республике Ингушетия. Уровень очень даже хороший, потому что у нас районы примерно одинаковые. Конечно же, Сунжинский район по населению намного больше, чем Пряжинский, но подготовка у ребят примерно одинаковая. Это не последний рейс, обещают гости. Напомню, делегация прилетела благодаря прямому авиарейсу до Петрозаводска, который впервые был запущен в регионе 8 июня в рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между двумя республиками. Хава Гагиева, Исмаил Коригов, Новости 24.